6 января 1954 года стал судьбоносным для тысяч жителей Центральной России. Именно тогда образовалась Белгородская область. В состав нового субъекта Российской Федерации вошел 31 район, 23 перешли от Курской области и 8 от Воронежской. На тот момент на территории Белгородчины проживало почти 1 миллион 200 тысяч человек. 80% из них были сельские жители. 60 лет назад в области работало 618 колхозов и 28 совхозов, 270 промышленных предприятий и почти 250 медицинских учреждений, более 1500 школ. Свыше 50% промышленного производства составляли предприятия пищевой промышленности, занимавшиеся производством муки, растительного масла, сахара, консервов. Быстрыми темпами развивалась горнорудная отрасль. Увеличилась доля черной металлургии, машиностроения, металлообработки, медицинской и комбикормовой промышленности. С середины 60-х годов в области началась работа по концентрации и специализации хозяйств на выращивании всех видов скота и птицы. Область имела многоотраслевое сельское хозяйство и в течение этих лет расширяла свой технопарк, совершенствовала культуру земледелия. Это помогло добиться устойчивых и высоких урожаев. В апреле 1954 года в Белгороде начали строить завод силикатного кирпича, слюдяную фабрику, а также жилые дома, общежития, клуб, столовую для рабочих азбошиферного комбината. Кстати, это было первое не только в СССР, но и в Европе механизированное предприятие по выпуску кровли. Обустройство самого областного центра начали с центральной площади. В северной ее части заложили Дом Советов. Уже летом 1957 года в него заселилось большинство областных организаций. Саму площадь заасфальтировали, электрифицировали. В южной части площади красовался новенький областной драматический театр. Министерство путей сообщения тоже вложило свою лепту в развитие города. Был построен не только железнодорожный вокзал, но и железнодорожная школа, поликлиники, дом культуры, пешеходные мосты. Культурно-бытовое и жилищное строительство начало развиваться с самого момента образования области. Повсюду вырастали школы, детские сады, кинотеатры и библиотеки. Создавались учреждения высшего и среднего профобразования. Белгородчина – место не только трудовых и культурных свершений, но и ратной доблести. За мужество, стойкость, проявленные белгородцами во время Великой Отечественной войны и достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства после ее окончания, наша область была награждена орденом Ленина и орденом Великой Отечественной войны первой степени. Прогрессивная и обновленная встречает свой 60-летний юбилей Белгородская область. Сейчас в ее состав входит 19 муниципальных районов и 3 городских округа. Кстати, Борисовский район, вошедший в состав области, не сразу обзавелся районным центром как рабочим поселком. До 1959 года это была Слобода-Борисовка с 4 сельскими советами. Вы сейчас увидите уникальные кадры с видами Борисовки и еще Курской губернии. Если бы на карте СССР все пункты, где имеются магазины, ларьки, столовые, мастерские, базы потреб кооперации, отметить точками, эти точки закрыли бы всю карту. Остановимся на карте одного района Курской области. В селах Борисовского района потребительская кооперация имеет более 60 магазинов, столовых, чайных и мастерских. Борисовка. Пройдем в центр села, и мы увидим, как прочно вошла кооперация в жизнь и быт сельского района. Приезжие останавливаются в гостинице сельского кооператива. На перекрестке дорог чайная, агроном, совершающий объезд колхозов, председатель сельсовета, прибывший в районный центр, колхозник, приехавший по делам, да и все местные жители привыкли к своей чайной, знают, что здесь, в уюте, можно хорошо отдохнуть, вкусно закусить. Три тысячи чайных и столовых имеет в селах потребкооперация. Борисовский районный магазин. Здесь всегда оживление.